В 2006 году депутаты Народного собрания приняли 3 закона об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств иностранных физических и юридических лиц и об обязательном страховании от несчастных случаев иностранных граждан, пребывающих на территории Абхазии. В том же году было издано постановление Кабинета министров, регламентирующее страховые тарифы. В данное постановление в 2017 году были внесены изменения, так как к этому времени тарифы были экономически невыгодны. Все эти 3 закона, по словам заместителя директора компании «Гарант страхования» Ахры Кецба, никто не отменял. Первое время с 2006 по 2010 год закон работал. Потом он был... Закон никто, я еще раз повторю, закон никто не приостанавливал, его никто не отменял, его никто не своим распоряжением, указом или еще что-то, никто его не закрывал. Он просто-напросто был на какое-то время, по всей видимости, отложен на какое-то действие. Почти 2 года назад 3 страховые госкомпании обратились к президенту с просьбой оказать содействие в дальнейшем развитии страхования на территории Абхазии и возобновлении исполнения данного закона. Нету такого государства, допустим, где бы не было страхования самого автотранспорта, это развитие, это экономика. Мы не должны оставлять человека в беде. Мы обратились. После этого у нас были встречи с президентом. И он поручил это своему, на то время был помощником у него Валерий Иванович Пабба. После этого он стал заместителем, руководителем администрации президента. Аслан Георгиевич поручил. После этого мы встречались еще неоднократно, обсуждали, как это можно сделать, где можно сделать. И для того, чтобы потом не было никаких задержек. Оформлением страховки в республике занимаются 3 государственные компании: «Гарант страхования», Национальная страховая компания «Абхазия» и страховая компания «Абхазгосстрах». В случае ДТП иностранный гражданин должен позвонить в ГАИ и сообщить о том, что произошла авария. При этом уезжать с места дорожно-транспортного происшествия нельзя. Потому что как только он уехал, фактически считается, что неизвестно, где оно произошло, что произошло и как произошло. Есть сопутствующие документы. Водитель не должен быть, если он пьяный или в наркотическом опьянении, это все отказ в выплате страхового случая. Это все, там есть пункты, которые он должен иметь. Паспорт, техпаспорт, страховой полис, где произошло, схема должна быть, его должны освидетельствовать. И только после этого мы обращаемся, ГАИ составляет протокол. Они говорят, кто прав, кто виноват. Едем на станцию технического обслуживания, мы их полностью везде сопровождаем. После этого максимум 3 дня для того, чтобы мы им выплатили возмещение. Или ремонтируем машину, если человек хочет уехать и говорит, у меня не получается по времени. Наш же посыл какой? Президент нам, Аслан Георгиевич Бжаня, сказал о том, что люди приезжают сюда отдыхать. Нужно создать им комфортные условия для того, чтобы люди не чувствовали себя оставленными где-то на обочине, так, чтобы во время дорожно-транспортного происшествия не оставлять их. И у нас есть время 3 дня для того, чтобы мы им возместили ущерб. Если в результате аварии люди получили травмы, их везут в медучреждения, с которыми у страховых компаний заключены договоры об оказании медицинских услуг. Максимальная выплата – это 120 тысяч рублей. Там же есть еще... Это мировая практика, чтобы мы понимали. Страховая выплата, она делится на несколько частей. Есть то, что делится на железо, грубо говоря, и есть то, что делится еще и на здоровье человека, который потерпел. Всякое же в жизни бывает, правильно? Дорожно-транспортное происшествие. А если вдруг человек попал в больницу, значит, он с этим страховым полисом обращается в больницу. У нас заключены договора со всеми больницами. Это Гудаута, Сухум, Гагра. Он может приехать в больницу, ему окажут по этому полису бесплатно всю необходимую медицинскую помощь. Застрахованная машина вводится в единую базу данных, чтобы ни один сотрудник не мог прошедшим числом выписывать страховой полис, протокол о ДТП, освидетельствование водителя. В дальнейшем эта база данных будет соединена с базой данных МВД. Сотрудники ГАИ информируют иностранных водителей 1 раз, а затем имеют право выписывать штраф в 600 рублей. По закону иностранные граждане обязаны при пересечении границы приобрести страховой полис. Как только проехал таможенный пост,
сразу с правой стороны там есть офис продаж. Там можно оформиться. Есть, которые были согласованы опять-таки по поручению президента, 2 поста были поручены. Нет, это не на границе, это пост ГАИ Бзыбь, прямо напротив поста ГАИ Бзыбь и напротив поста Приморск. Третий пост, к большому сожалению, на Мочарке он пока не функционирует, потому что, как нам объясняют, что им команду пока никто не давал. Наши граждане Абхазии, которые пересекают государственную границу с Россией, они обязаны приобретать полис ОСАГО. Я еще раз повторяю, обязаны. Нет такого понимания о том, чтобы они не приобретали. И стоит он для граждан Абхазии, коэффициент умножается на 5. Например, легковой автотранспорт, который пересекает, самый простой. Там еще есть градация в зависимости от лошадиных сил, в зависимости от года выпуска, в зависимости от того, сколько у него было правонарушений, какие у него права, категория Б или категория С, или это грузовой автотранспорт. Для нас распространяется любую машину, даже самую маленькую, если взять, обойдется это минимум 20 тысяч рублей в год. Это самое минимальное. И там я вам хочу сказать, что ни одна страховая компания российская не будет тебя страховать на 15 дней или на 10 дней. Хотя закон есть. Срок выдачи страховки от 1 дня до 1 года. За 15 дней нужно заплатить 1000 рублей. Месяц – 1500 рублей. По закону, если говорить о законе, который действует на сегодняшний день, то гражданин, который пересекает государственную границу, должен ее уже приобрести. После этого по закону есть административный штраф. Он должен приобрести саму страховку и заплатить еще 50% штраф. Это то, что мы говорим о законе. Хочу привести вам примеры других стран, у которых действует эта страховка. Допустим, если переезжать в Белоруссию, Украину, Финляндию, человек не может переехать в государственную границу, если у него нет страхового полиса. Его туда никто не пустит. Есть возможность застраховаться заранее в онлайн-формате, например, на сайте garantstrahovание.ru. Купить любой полис, на какое время вы хотите, оплатить это любой картой, которая на сегодняшний день действует и в Абхазии, и в России. Можете оплатить, получить страховой полис по почте на свой адрес, вы его распечатываете и можете ехать спокойно, вообще без проблем. У нас это уже апробировано, не первый случай, когда люди обращаются, мы им объясняем, где это можно сделать, заходят на сайт, покупают и вообще без проблем. Также на наших постах стоят посттерминалы. Человек может подойти, оплатить карты и поехать дальше. Занимает это не больше 3 или 5 минут. В случае ДТП с участием иностранного автомобиля абхазская страховая компания покрывает ущерб. Страховка выплачивается только автовладельцу, невиновному в дорожно-транспортном происшествии. Если произошло дорожно-транспортное происшествие с участием иностранного гражданина и виноват иностранный гражданин, чтобы не было столкновения интересов между нашим местным гражданином и иностранным гражданином, то мы берем все расходы для того, чтобы местному гражданину возместить его ущерб. Не будет платить гражданин иностранного государства ни 1 рубля. А если произойдет обратная ситуация, то не будет платить денег местный гражданин. Мы все расходы берем на себя. В сегодняшний день реализовано страховых полисов. Вот при том потоке, который мы знаем, что проезжает через государственную границу, по нашей информации это от 2 до 3 тысяч машин. Это по нашей информации. Я не могу сказать, что это точная информация. Но продано, реализовано всего-навсего около 1000. Минимальный страховой тариф для легкового автотранспорта на 3 дня составляет 500 рублей. Гугут Савардани, Алексея Гухава, Абхазское телевидение.